Когда-то здесь кипела жизнь, работали заводы и фабрики, люди спешили на работу, труженики Советского Союза приезжали на отдых и лечение. В советские времена Кармара развивалась, но в результате грузино-абхазской войны город опустел, жизнь изменилась. Сегодня здесь царит тишина, а вместе с ней пустота. Многие переехали за лучшей жизнью в столицу. Все постепенно рушится, покрывается толстым слоем асбеста. Ветер хлопает пустыми рамами без стекол. Где-то в помещениях можно найти предметы домашнего быта. По дороге местами мы видели собранные кирпичи. Позже узнали, что местные жители разбирают здания и продают их. На сегодняшний день это единственный источник дохода жителей поселка Кармара. Территория запустения, безмолвия и забвения, явление загадочное и подчас необъяснимое. Здесь практически не ощущается ход времени. Изредка можно увидеть прохожих, чаще домашних животных. Природа отвоевывает свою территорию обратно, покрывая серые здания бурной зеленью, а вокруг цветут гортензии. В советские времена Кармара утопала в них. Люди не вынесли запустения и оставили свои дома, а гортензии выжили и цветут каждый год, украшают Корчал до глубокой осени. Надеемся, что когда-нибудь в этот город-призрак вновь вернется жизнь и смех людей, как в былые добрые времена. В последнее время Кармара становится излюбленным местом для туристов. Их здесь немало, особенно любителей экстрима. Оксана Топагова, Давид Авитова. Специально для медиаклуба «Упсныяха».